В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня президент Республики Абхазия Рауль Хаджиба подписал указ о награждении медалью за отвагу. За мужество и отвагу, проявленные в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, медалью за отвагу награждены 77 человек, 3 из них посмертно. Рауль Хаджиба подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия» Касландзе Валерию Платоновичу за вклад в развитие национальной литературы. Президент подписал указ о награждении директора государственного учреждения историко-мемориальный музей Нестора Лакоба Людмилы Владимировны Малия орденом Ахидзапша 3-й степени за многолетнюю плодотворную работу в области культуры, популяризацию и сохранение исторического наследия. Завтра, 8 ноября, состоится очередное заседание сессии Народного собрания парламента Республики Абхазия. На повестке дня 12 вопросов. Депутаты намерены обсудить внесение изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части регулирования внешнеэкономической деятельности, в закон об акцизах и о республиканском бюджете на 2018 год. На заседании будут рассмотрены постановления Народного собрания об основных направлениях единой государственной денежной кредитной политики на 2019 год, об утверждении дополнительного перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации, и условия их приватизации, о снятии с производства проекта закона о внесении изменений в закон о памятных и праздничных днях в Республике Абхазия и другие вопросы. Правительство России внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с правительством Абхазии о взаимном признании образования и квалификаций. Об этом сообщает РИА Новости. Соглашение направлено на развитие отношений в сфере образования и науки, обеспечение взаимного признания образования и квалификаций, полученных в образовательных и научных организациях Российской Федерации и Республики Абхазия по образовательным программам, аккредитованным в соответствии с законодательством каждого из государств-сторон, говорится в пояснительной записке к документу. Главной задачей налоговой службы любого государства является обеспечение контроля над соблюдением налогового законодательства страны всеми субъектами экономики. Налоговое законодательство Абхазии в последнее время часто обсуждается и совершенствуется. Поэтому и работа самого ведомства должна выстраиваться в новом русле, соответствуя современным требованиям. За 2018 год в деятельности Министерства по налогам и сборам Абхазии произошло немало изменений. О том, что сделано и какие планы у ведомства, в специальном репортаже программы. Налоги являются одним из древнейших финансовых институтов, ведь их возникновение обусловлено становлением государственности. Общеизвестно, что еще ни одно государство в мире не смогло обойтись без налогов, которые необходимы для выполнения определенных функций, и бюджеты многих стран в основном формируются за счет поступлений, полученных от их взимания. Государственная налоговая служба Абхазии была создана 14 апреля 1994 года постановлением председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба. На сегодняшний день, кроме центрального аппарата Министерства по налогам и сборам, во всех районах Абхазии функционируют налоговые инспекции. В течение всего 2018 года в ведомстве шла большая работа по созданию электронного реестра налогоплательщиков. И если раньше вся информация хранилась на бумаге, то сейчас создана общая электронная база, где сотрудники налоговой службы из любой точки Абхазии могут отслеживать данные обо всех налогоплательщиках страны. Кроме того, налажено сотрудничество с казначейством Абхазии. Для госуправления по транспорту создан специальный модуль. Данная программа направлена на упорядочение учета выдачи разовых разрешений. Ведомством также ведется работа по налаживанию взаимодействия программных обеспечений с таможенным комитетом Абхазии. Динамика экономической жизни, она ускоряется, и экономический анализ должен успевать за всем этим, и тем более должен успевать и налоговый
налоговые анализы. Вот честно, если сказать, вот сейчас вот мы даже вот работники налоговой службы просто не можем себе представить, как мы раньше работали 10 или там 12-15 лет тому назад без такого рода электронной базы данных. Это сейчас просто невозможно. Мы сейчас стали видеть, может быть, не все, но многое очень видим. То, что мы создали, в общем, можно сказать, база, она создана, и то, что мы должны еще усовершенствовать, это позволит нам своевременно получать достоверную информацию, во-первых, о том, что происходит в сфере уплаты налогов, и, кроме этого, позволит нам своевременно реагировать на те или иные обстоятельства, которые возникают вот в практической работе. Много задумок, много чего уже реализовано, дальше тоже будем развиваться. Я рассчитываю на то, что это будет удобно всем налогоплательщикам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям. Мы стараемся изменить саму систему администрирования, чтобы было проще нашим налогоплательщикам. Всего в центральном аппарате 10 управлений, в том числе 2 новых, созданных совсем недавно. В ведомстве служит 195 человек, но штат сотрудников все время пополняется. В Министерстве по налогам и сборам всегда востребованы молодые специалисты, обладающие необходимыми знаниями. Кроме того, в перечне особых требований кандидатам знание абхазского языка. У нас новое управление открылось, управление тематических проверок и управление анализа у нас появилось новое. И мы провели конкурс, открытый конкурс, мы объявляли, мы не скрывали. У нас достаточно высокая конкурентная среда образовалась, несколько человек на одно место. Вот, они прошли предварительный конкурс, потом они прошли стажировку, потом они прошли уже аттестацию. Вот в результате, на наш взгляд, мы выбрали очень работоспособных, грамотных и, главное, воспитанных вот тоже людей. И одним из таких факторов при отборе было знание абхазского языка. Потому что у нас коллеги, как правило, проходят на абхазском языке. Мы, кстати, самыми первыми в истории Абхазии из ведомств провели коллегию на абхазском языке. У нас есть словарь русско-абхазско-английский словарь налоговых терминов. С 1 января 2019 года вступает в силу закон о патентной системе налогообложения. Согласно закону, приобретая патент, предприниматель освобождается от уплаты всех видов налогов и необходимости ежемесячно предоставлять в налоговые службы отчетность. Кроме того, в зависимости от срока уплаты налога, закон предусматривает его уменьшение. Например, если оплатить патент сразу за год вперед, то сумма исчисленного налога будет на 50% меньше. В основном данный закон касается мелких предпринимателей, занимающихся малым бизнесом. Благодаря современным технологиям теперь им станет намного проще официально осуществлять свою деятельность. Министерство по налогам и сборам с помощью программного обеспечения осуществило автоматический учет выдачи бланков патентов. Таким образом, у нас будет вся информация о выданных бланках патентов и, собственно, выданных патентах отражаться на сайте Министерства по налогам и сборам. Налогоплательщик, либо какой-либо сотрудник контролирующего органа, если осуществит вход в сайт, вобьет номер патента, он может проверить, действующий этот патент или нет. Также такая техническая возможность будет присутствовать, как проверка этого патента с помощью QR-кода. То есть на каждом патенте у нас будет QR-код, и любой сотрудник налогового органа, либо любое лицо, которое в этом заинтересовано, с помощью считывания этого QR-кода может подтвердить его достоверность, то есть что этот патент действителен. Расширение возможностей использования интернет-ресурса с целью упорядочения работы и отслеживания поступивших налогов, несомненно, не только удобно, но и полезно как для налоговиков, так и для налогоплательщиков. Это нововведение является полезным, удобным для всех предпринимателей. Кстати, хотелось бы отметить не только для предпринимателей граждан Абхазии, но и для наших гостей иностранных предпринимателей, инвесторов, которые, как известно, идут в ногу со временем. Все эти технологии уже давно используются в мире. И приехав в Абхазию, хотелось бы, чтобы они не испытывали какого-то дискомфорта, чтобы, приехав сюда, им было комфортно, удобно вести здесь бизнес. И это все косвенно или прямо повлияет на уровень жизни в Абхазии в целом. И я считаю, что не только на сайте Министерства по налогам и сборам, но и во всех министерствах, ведомствах мы должны все стараться сообща идти в ногу со временем.
В этом году Министерство по налогам и сборам Абхазии запустило пилотный проект по внедрению онлайн-касс. Проект дорогостоящий, но здесь планируется поэтапное внедрение контрольно-кассовой техники параллельно с преобразованием налогового законодательства. Наличие кассовых аппаратов на всех торговых объектах должно стать обязательным. Ведь только в этом случае налоговые органы могут отследить движение денежных средств. Кроме того, кассовые аппараты необходимы и для защиты прав потребителей. Есть ряд условий, которые должны выполнять как продавец, так и потребитель. И кассовый чек – это вот как раз то перекрестное условие, которое совпадает и входит в обязанности продавца. Да, то есть при продаже, при реализации любого товара должен быть прикреплен кассовый чек. В свою очередь, покупатель обязуется хранить этот чек для того, чтобы в случае возникновения каких-то гарантийных случаев он мог обратиться к продавцу и подтвердить при помощи этого кассового чека факт приобретения именно данного товара и именно в этой торговой точке. У Министерства по налогам и сборам Абхазии есть еще одно нововведение. Теперь любой вид налога можно оплатить через терминал. Правда, пока что только через терминалы Амро-банка. Сделать это очень просто. Есть такая опция. Республика Абхазия, в ней расположена МНСРА, где возможно заплатить налоги индивидуальному предпринимателю, оплатить бланк свидетельства индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу, оплатить административный штраф. Для уплаты налогов индивидуальному предпринимателю необходимо ввести свой ИНН, предложится к оплате его код причины постановки на учет, по какому из них он будет оплачивать налоги. Он выбирает его, затем выбирает сам вид налога. Заносит сумму в терминал, уплата производится без удержания комиссии. По сути дела, это то же самое отделение банка, операционная касса банка, те же самые терминалы. Мы создали больше удобств, где можно осуществить уплату налогов. Порядка 90 терминалов у них установлено по всей Абхазии, и на всех из них есть такая возможность уплаты налогов. Таким образом, Министерство по налогам и сборам Абхазии делает все, чтобы упорядочить деятельность и сделать взаимоотношения между контролирующими органами и налогоплательщиками более прозрачными. И, как говорят сотрудники ведомства, работа в этом направлении будет продолжена. Союзы журналистов Абхазии и России подпишут в Москве соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашик. Подписание соглашения состоится 14 ноября в рамках празднования столетия Союза журналистов России. По словам Руслана Хашик, проект документа будет обсуждаться в четверг на заседании Союза журналистов Абхазии. В Абхазском государственном университете завершились курсы по обучению старинной технологии изготовления плетеных абхазо-адыгских традиционных и ювелирных изделий. По окончанию курсов состоялась выставка работ участников, среди которых студенты и преподаватели университета. Курсы по старинной технологии изготовления плетеных изделий были организованы фондом Айдгалара Ацха при поддержке Федерации Кавказских ассоциаций в Турции. Саид Джарсали продолжит тему. Ежедневные занятия по изготовлению декоративных изделий проходили в течение 7 недель. Их проводили две представительницы абхазской диаспоры в Турции – это Куджба Эссен и Йоган Тугуж Асие. В них принимали участие студенты и преподаватели отделения искусств Абхазского государственного университета. По завершении занятий состоялась выставка изделий, выполненных из меди, при изготовлении которых были использованы традиционные мотивы и орнаменты из исторически сохранившейся методики абхазо-адыгского традиционного ювелирного искусства. По словам участников выставки, в процессе занятий они осваивали базовые навыки изготовления украшений, к чему, несомненно, проявляли большой интерес. Ходя на эти курсы, я поняла, что это дело мне очень
сильно нравится. И вообще я люблю заниматься ручными изделиями. Нам преподавали замечательные учителя с Турции. Это Эссен, которая нам на абхазском объясняла все подробно, все мелочи. И вначале было немножко сложно, конечно, потому что мы этим делом занимались впервые. Но после уже, когда мы немножко походили, занимались мы каждый день, несмотря на это, мы все полюбили. Мне кажется, что даже все девочки, они все довольны, и как бы нам всем безумно понравилось. После занятий студенты имели возможность создать собственные изделия и проявить свои творческие способности. Здесь этим занимаются, поэтому вот они приехали нас обучать. Нам там очень все понравилось. Вот именно над этой работой я, наверное, делала около 3-4 дней. Вот. И самое трудное — это вот эта основа, вот цепочка. Очень кропотливая работа. Особо отличившимся в прикладном искусстве были вручены сертификаты и памятные подарки. Нам очень отрадно видеть. Я, честно говоря, не ожидал, что такие результаты могут быть достигнуты за столь короткое время. С участием, конечно, наших студентов. И я хочу выразить слова благодарности от всех нас, от имени нашего отделения университета. Мы надеемся, что мы, конечно, сотрудничая с вами, да, развивать это ремесло и дальше тоже. Я имею в виду, связанное с учебным заведением Абхазского государственного университета. Задача фонда Айтгылара Ацха – способствовать развитию и распространению народного декоративного искусства в Абхазии. По словам организаторов, курсы продолжатся, и в них смогут получить навыки все те, кто проявит интерес к ремеслу. Саид Жарсалия, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью плюс 7-12, днем плюс 14-19 градусов. Температура морской воды 19 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.